сибирь-язвенное захоронение – это объект повышенной опасности. Стать ли мне преподавателем или стать мне ветеринарным врачом? Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Ольга, и я занимаюсь наукой. Я работаю в Главном управлении ветеринарии Удмуртской республики и занимаюсь разработкой проектов установления санитарно-защитных зон сибирь-язвенных захоронений. По окончании школы стояла перед выбором между стать ли мне преподавателем или стать мне ветеринарным врачом. В итоге я выбрала второе. Я поняла, что да, это мне близко. И для меня было большим откровением и удивлением, что ветеринарный врач может быть еще и педагогом. После окончания Ижевской государственной сельскохозяйственной академии я сразу поступила на государственную гражданскую службу в Главное управление ветеринарии Удмуртской республики. На сегодняшний день мы проводим большую работу по оценке безопасности сибирь-язвенных захоронений на территории Удмуртской республики, для того, чтобы обеспечить безопасное их существование. Устанавливаем на основании наших исследований санитарно-защитные зоны вокруг этих объектов для того, чтобы сделать их безопасными для населения. На территории Удмуртской республики располагается 101 установленное сибирь-язвенное захоронение. Они располагаются практически на всей территории Удмуртской республики. Это 22 района и 1 город. Мы, разрабатывая проекты санитарно-защитных зон, в первую очередь преследуем цель сократить размер санитарно-защитной зоны, которые на сегодня составляют 1000 метров, до более маленьких размеров, для того, чтобы высвободить территорию, которая могла бы использоваться по назначению сельскохозяйственными предприятиями, а также для развития инфраструктуры населенных пунктов. Что такое сибирь-язвенное захоронение? Это объект повышенной опасности, и он отнесен к 1 классу опасности, так как несет за собой возможность возникновения такого инфекционного заболевания на территории региона, как сибирская язва. Сегодня это вызывает очень большую озабоченность, потому что уже только в течение этого года на территории Российской Федерации установлено 5 случаев возникновения данного заболевания. Я очень рада тому, что я выбрала данную профессию. Я безмерно рада тому, что мои пожелания, которые я с детства себе наметила, я смогла их вот так вот на сегодняшний день взять и объединить. То есть быть одновременно и ветеринарным врачом и делиться своими знаниями с подрастающим поколением.